Шахтеры республики отметили профессиональный праздник. Это жители Воркуты и Инты, сотрудники Боксит-Тимана, которые в Книшпогосском районе добывают сырье для алюминиевой промышленности, и нефтяники Ярига-нефть, уже 75 лет добывающие сырье шахтным способом. В Воркуте горняков чествовали 3 дня. Вахта памяти у мемориалов погибшим шахтерам, торжественное шествие, митинг и вручение наград передовикам отрасли. Ольга Коняева сообщит подробности. Этот вроде бы праздничный день в Инте встретили с тревогой. Что будет с градообразующим предприятием, а значит и с его жителями? Сегодня, пожалуй, самый волнующий вопрос. И участие главы республики в решении оперативных задач компании – лишнее тому подтверждение. С июля сотрудникам не выплачивают отпускные, есть задолженность по налогам, больше 100 миллионов рублей, снижаются производственные планы. В прошлом году у нас был отключен от электроэнергии 14 июля ремонтно-механический завод. Шахта находится в режиме потребления аварийной брони. Вклад угольной продукции практически подошел к своим нормативным показателям, поэтому было принято решение ограничить добычу по шахте и работу добычным участком в одну смену. Одной из главных задач сегодня Вячеслав Гайзер назвал выплату отпускных и зарплат шахтерам, на что в ближайшее время республика готова выделить деньги даже из своего кармана. Следующий шаг – модернизация производства. Проект обойдется региону в 100 миллионов рублей. И главное – никаких экспериментов с новыми собственниками. Предприятие останется под контролем республики, пока не встанет на ноги. Задача, по сути, даже не поддержки шахты, а поддержки Инты, потому что я не мыслю себе жизнь города в отсутствии нашей шахты. Она, естественно, остается приоритетом номер 1 для республиканского правительства. У нас в республике, по сути, 3 моногорода, которые мы на сегодняшний день вынуждены решать проблемы в ручном режиме. Это Инта, это Жешев, это Книшпогоск. Воркута приветствует горняков Заполярья в главный праздник нашего города – День шахтера. Еще один моногород Коми, Воркута, производственные объемы, напротив, лишь наращивает. Воркута-Уголь входит в один из крупнейших энергетических холдингов России. В 2015-м здесь добыли 8,5 миллионов тонн угля, что в 1,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Счастья, радости, любви! С праздником! Шахтерская Воркута! Печорский угольный бассейн за короткий в историческом масштабе срок стал сырьевой базой для металлургической, энергетической и коксохимической отраслей страны. Но какой ценой? Тех, кто в недрах республики оставил свою жизнь, в день шахтера почтили минутой молчания. В этот день мы всегда вспоминаем тех, кто не вернулся из забоя. Сегодня под землей работают дети и внуки первых шахтеров. На их счету сотни миллионов тонн добытого угля. Передовикам отрасли в их профессиональный праздник вручили заслуженные награды. Уже 24-й год пошел, как работаю на этой шахте воркутинской. Мне очень нравится. Самое главное, интересная работа. Всех молодых призываю к работе на шахты, потому что молодых не хватает. Почему-то молодежь к нам не идет на участок находческий. Очень мало. Мы, как говорится, уже стареем. Свое профессиональное мастерство шахтеры показали в Горняцком Пятиборье. Участники на скорости облачали в спецодежду и средства индивидуальной защиты, после чего преодолевали винтствол и оказывали помощь условно пострадавшему товарищу. Сплоченный коллектив, уже знаем друг друга, давно время проходили это на практике, на работе, это все у нас каждый день происходит. Подарком для жителей северного города стал праздничный салют и вечерний концерт, на котором выступили группа 312 и участник Евровидения 2007 года Дмитрий Колдун. Ольга Коняева, Ирина Шумихина, Кирилл Нифонтов, Николай Богданов, телеканал Юрган.